сказать, рискуя жизнью, можно так сказать, даже по темноте, в обледенелые лодки наживляли свеженькими живцами. И что-то есть, что-то есть. Налим, налим. Налим, друзья, налим. Так, где у нас сачок? Блин, не лезет. Всем доброго утра. Вы, наверное, подумаете, они, наверное, еще и не садились, и не ложились. Все то же самое, что и было вчера. Также еще на улице темно, как и вчера. Но нет, мы сколько? Часа 4-то поспали, наверное. Получается, не больше. 4 часика, проснулись, подогрели, завтракаем. На улице еще темно, но скоро будет светать. Есть надежда на перелет уток. Надо съездить в деревню, привезти пилу. Забыли поискать фонарик. Еще кое-что привезти. В общем, съездим в деревню. И, наверное, уже получается... Ладно, что гадать. Дальше будет видно. Как говорится, будет день, будет пища. Как, Ромка, думаешь? Ну да. Ты еще не проснулся? Почему? Проснулся? Уже да. Ромка говорит, в избушке кровать лучше, чем дома. Она прям манит. Есть такое. А я добавил бы, дома, когда просыпаешься, и от духоты сейчас вот отопление включили, вообще жара дома невозможная. Ну, спим практически с открытыми окнами. Приоткрытыми. Если открыть полностью, продует. А если закрыть, просыпаешься, башка вот такая, от нехватки кислорода. А тут проснулся, голова свежая, на душе легко, состояние вообще приподнятое, такое классное, но это не объяснить, это поймет только тот, кто сам живет в избушках, бывает в избушках, ночует в избушках. Все-таки свежий воздух — это вещь. А это еще мы не в большом городе живем, а когда в большого города, наверное, выбираются люди. После суматох, когда вот спишь под шум машин. И не то чтобы пригород куда-нибудь, а в такую глушь, допустим, как сюда. Вот попадут с города, наверное, вообще труба. Так что, если честно, я вообще не понимаю, как люди живут в городах. Я вот, допустим, больше 10 дней начинаю себя плохо там чувствовать уже. У меня тоска. Вот. Так получилось, что последние 2 года моей работы, когда я дорабатывал стаж уже, здесь меня поселки сократили, и мне пришлось оставить семью, оставить детей, оставить мое любимое занятие, охоту, рыбалку и все такое, и уехать в город на 2 года. Я, честное слово, от тоски чуть не умер. Под конец у меня уже до того хреново мне было, то что каждый день у меня была необъяснимая температура, постоянно какое-то состояние души такое подавленное, температура, артериальное давление начало подниматься. В общем, чуть не зачах я от тоски в городе. Ну, надо было, так было надо. И хорошо, что это уже все позади, и мы имеем возможность заниматься тем,
что нравится, что душе угодно, а не тем, что приходится делать через силу. Вот. Как-то вот так. Так что всем доброго утра, всем приятного аппетита, кто за столом. Начинается новый день. Так, ну что, полдела сделали, съездили в деревню, взяли бензопилу, все необходимое, что не хватало. Все, выехали обратно, сейчас будем заниматься делами. Первым делом займемся живцами. Ну а так как живцы у нас живут в озере, на которой также может быть сесть и утка, мы потихонечку попробуем подойти подкраться. Ружья на готове. Поехали. Здесь уже неделю где-то уток нет, но до этого утки были. Сейчас на озера утка вообще не садится. Ну, лучше быть наготове. Лучше быть наготове, начеку. Походу никого. Никого. Здесь где-то подранок кряквы остался. Не знаю, убежал он или сдох. Или вороны убрали, но не видать. Никого. Так, Ром. Я останусь, наверное, здесь с живцами разбираться. Ты сходи на второе озеро. Клан. Вот как-то вот так. А я пока займусь живчиками своими. На втором утка может быть. Там два подранка на втором озере есть. Так что если аккуратно подойдешь, можешь подранка взять вот тут. Ну, вот и наша рабочая ловушка. Раколовка книжка. Вчера порадовала. Вчера вообще она мне выручила. Дала запас живцов. Обалденный запас. И сэкономила много времени. И так-то стемнело. А если бы пришлось мне обходить это озеро... О, сегодня тоже немножко есть. Не так, как вчера. Но и не пусто. Сегодня у нас раз, два, три, четыре, пять озерных. 5 озерных гальянов и мелкие налимчики. Налимчиков мы сейчас отпустим, а озерных гальянчиков заберем. Речных сегодня нет, похолодало, куда-то слиняли. Озерные это отличные живцы. Такс. Живчики. Живчики. Вот так вот сделаем. Вон какая красота. Раз. Два. Три. 4 и где-то 5. 5 же было, вот 5.
5. И раз, два, три, 4, 5 вот таких вот маленьких налимчиков. Их отпускаем обратно в родную стихию. Дай бог они вырастут. Весной все здесь зальет большой водой, половодьем. И если зимой не задохнуться от нехватки кислорода, жук-плавунец тоже туда. И дай бог, чтобы они выжили и благополучно они вышли в Печору. Так, приманка у нас еще есть немножко, так что закрываем и закидываем обратно. Отличная раколовочка, мне очень понравилась. Самое главное, работает. Сейчас похолодало. Не сегодня, а завтра с первыми заморозками здесь все покроется льдом уже. Так что надо спешить. Сколько успеем поймать живцов. Все наше. Небольшой запас есть. И это радует. Так, ну что, прибыли? Ай, блин. Я сегодня без бродни. Я делал вот такие вот гамаши. Отрезал свои дырявые бродни. С них толку мало. Но сегодня я могу испачкать свои гамаши. Ладно, отстираются. Опа. Так, ну что, раколовки? Не густо, не густо. Одни мелкие налимчики, походу. Наверное, все-таки самое важное — это менять места, наверное, надо все-таки. Так, посмотрим, что у нас там летело. Ну да, вон такая вот куча просто мелких налимов. Штук 10-15, наверное, и ни одного гальяна. Высыпаем этих мелких налимов обратно в родную стихию. Меняем. И, пожалуй, переставлю хотя бы одну, еще закину или парочку перекину на ту сторону. Пока Рома здесь поможет шестики перенести. Если там ловится, значит будем закидывать на ту сторону. Там места вот много, 3-4. Поменяем местами. Вторая бутылка здесь у нас. Бутылка вина. Не болит голова, а болит у того, кто не пьет ничего. Что у нас в бутылке? Один маленький налимчик. Бутылка, два маленьких налимчика. И все. Вот они. Бутылка у нас стала грязной. И что-то тоже сюда перестали залезать живцы. Потемнело и все. Вот и Ромка охотник появился. Что, есть утка? Не, тишина. Тишина. Почему-то вся утка. Вот буквально еще пару недель назад утка и кряква, и все садилась. Видать, местная улетела, а перелетная еще не летит. Только подранки, если повезет, подранка добыть и все. Ой, а меня что-то на этой стороне тоже ни хрена не хочет лезть. Одни мелкие налимы. Одни мелкие налимы и ничего больше. Так, две ловушки подняли для перестановки. Поехали дальше, смотрим. Ох, хо-хо-хо. Охренеть, здесь смотри, налимчиков сколько. Змееныши. Их просто куча. Но перемешку с речными гальянами. Так что пойдем перебирать. Речные гальянчики тоже есть. Речные гальяны. А налимов, охренеть, огромное количество.
Сейчас мы их здесь отсюда высыпем. Вот так вот. И сделаем переборку. Налима у нас никогда не истребить, если никакой химии в речку не выльют. Потому что в каждой луже, повторюсь, его миллионы. Вот, вы сами в этом убедились. Один налим, видать, отнерестился, полная лужа мелких налимчиков. И такая же херня. Нет, мало крупного налима, потому что Печора обмелела. Сейчас вот будет вода, но вчера вы уже видели налимов крупных. Вода чуть поднимется, налим с низовья сможет подняться. И я так думаю, мы еще увидим крупного налима. Также будем ждать налима на первый лед. Как-то вот так. Ну а дальше смысл показывать вам одно и то же. Проверю остальные ловушки и поедем проверять наши продольники. Это дело у нас будет интереснее. О, короткие включения. В общем, везде были налимчики, пару гальянчиков. Поднимаю последнюю ловушку. И что вы думаете? Вот он. Я только сегодня еще вспоминал, говорю, карася давно у нас не было. Карась сегодня у нас в гостях. Вот. Вот такой вот карасик. И мы его, конечно же, забираем. Также вот озерный влетел. Раз. Красавец. Два. Красавец. Он какой налим. Уже крупный считается. На хлебушек влетели, получается. Вон еще озерный. Красавец. 3, наверное, да? А остальное вот такие вот червячки. В огромном количестве. Около 30 штук, наверное. О, речной. Иди сюда. Вон сколько. Вон еще речной. Вон просто. Вон еще речной. Блин, не хотел развязывать. Лучше, наверное, быстрее развязать, чем поодиночке их вытаскивать. Этих сопливчиков. Так, все, речных вроде больше нет. Ой, бляха. Чуть бы не было. Вон. Хлебушек выкинем так. Он уже старый. Я так думаю, без запаха, без вкуса. А налимчиков на волю. Огромное количество мелкого налима. Просто куча. Все, проверку закончили. Что у нас сегодня? Ну, 9 живцов озерных, там 5, наверное, речных. Нормально. Запас у нас есть. Так что ничего страшного. Вот так вот. Где-то густо, где-то пусто. Самое приятное. Проверочка продольников. Вчера здесь были один окунь вроде бы. Так. Что у нас? Опа, что-то дергает окушок. Ишь, на малька окунь долбит, блин. Что-то он идет, или язь, или окунь, не понял. Окунь. Там еще что-то идет. Опа, на. Так, какое-то ведерочко приготовь, Ромка. Еле-еле уже держался, мог бы уйти. Воды набирай. Да не надо. Не надо. Блин, не видно, наверное, было. Камеру не проверил. Ты бы хоть тоже подсказывал. Так, здесь что-то натяжка интересная. Похоже на налимью. И внизу, наверное, налим. Не пойму. Наверное, налим. Наверное, да. Налим. Так, сачок, бутылку бери, бутылку, сачка. Налимчик.
Не крупный, но вот он. Ну, налимчик. Раз. Наш налимчик, Янскадан. У нас что-то поубывающий. Первый был здоровенный. Второй поменьше. Этот еще меньше. Этот где-то килограммчик, наверное. Вот Янскадан. И то хорошо видно, да? Тихо, тихо. Хорошо попал. Плотненько. Наш был. Наш парнишка. Ну, полезай. Вот так вот. Побудь пока там. Ну вот и ладненько. Будешь проверять второй, нет? Проверяйте. Да? Пока перелезешь, перед... Ну, я тоже так думаю. Если хочешь, я могу тебе дать проверить, если есть интерес. Держи. Так, ну как-то вот так. Встречаемся на следующем продольнике. Продольник номер 2. Что он нам даст сегодня? Что он нам даст сегодня? Что он нам даст сегодня? Продольник номер 2. Отдал бы он налима, хорошего налима, до килограмма по 2. Или 3, или 5. Я представляю, пятишку, блин, если тащить. Это было бы прекрасно. Так, что у нас он дает? Он дает окуня. Окуня. Вот такого вот красавца окуня. Вот такого вот красавца окуня нам дал. И все, больше никого. Ну и на том спасибо. И на том спасибо. Так, ты низ лучше убери его, а то что сразу убери, чтобы не выпрыгнул. Все. И на том спасибо. Продольник номер 2. Тарам-та-тарам-тарам-тарам-та-да-там. А вот и третий продольник, который дал вчера налима. Который нас обрадовал вчера. А что он даст сегодня? Третий наш продольник. Мы сейчас увидим. Не понял? Или показалось, или что-то дернуло. Даже через это почувствовал. Даже почувствовал через веревку что-то. Или пока, или облодку. Ух ты, запутано все. Кто-то крутил здесь. Кто-то закрутил все. Тащит, есть налим. Вот он. Щука здоровая. Опа, все. Охренеть, перекусила. Перекусила поводок. Вот такая вот щука была, килограмм на 5, наверное. Кто-то закрутил все. Тащит, есть налим. Вот он. Щука здоровая. Опа, все. Охренеть, перекусила. Перекусила поводок. Вот такая вот щука была, килограмм на 5, наверное. Ай, бля. Ну не наша. Бог с ним, пусть плавает. Пусть плодится. Ну вы видели, да? Ой, все перекусила, а вон от поводка-то осталось, вон. Это вот какая пасть же была. Дождалась, блин, такая здоровенная щука, блин. Видишь, она все перемотала, тут вокруг этого ходила.
Да, есть крупная щука на Печоре. Ну, не наша. О, кого-то еще и стреляют. Да. Ну, немножко нам не повезло. Ладно. Че, в избу обедать, да, наверное? Да, погнали, что? Потом все остальное. Но сегодня обязательно надо проверить все продольники. Удочки в клеточку надо проверить все. И почистить рыбу. Я тебе, наверное, с рыбой оставлю, да, сам поеду. Пошли перекусим. Одень куртку, продует. Ты сейчас мокрый, сам не замечаешь, а продует потом. А вот и все. Вот и кончилась, вода прибывает. Так, давайте посмотрим наш улов. А то все в темноте, да в темноте. Вон. Вот он наш улов. И карасик сюда. Фронт работы есть, Ромки. Вот щучки. Окушка. Видишь, уже килограмма. Килограмм 5 рыбы уже поймали, наверное. Да, эта щука бы, наверное, здесь одна пол-ведра была бы, наверное. Так, ну чё? Здесь будешь или туда поднимешься? Кого, чистить? Да. Есть речка-то мыть? Ну, мыть тут скользко просто очень. Неудобно тебе Там будет. вот там вот моешь, где конец бревна. Ты бы лучше второе ведро взял, набрал чистой воды, в ведре помыл, удобнее, чтобы было. Ну, хоть Да. здесь. Ну, смотри сам, в Видно общем. будет, да. Так, посмотрим на лимчиков, живые они, не живые. Так, живцов давай посмотрим, проверим, выжили, не выжили. Ну, отлично. Живчики как живчики. Отлично, хорошо. И вот еще живцы у нас. Так, что, пошел обед? Я что-то аппетит с водой. Где? А это чистая вода. С речки. Нет, смылвинская. А чем мы еще тогда одну привезли? Ну, чтобы было. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 еще озерных Галяного осталось и 2 речных. И иди сюда, вот так вот. Так, это хорошо. И сейчас посмотрим, а не то, что посмотрим, а закинем налимчика нашего. Мы же поймали налима. Мы же поймали его. Мы же поймали налима. Красавца. Вот еще 2 окуня. На, закинь тоже туда, Ром. Так что потихоньку наскреблось на пилу тоже. Ромка, видишь, что мне упало? И вот еще один налимчик. Че, малыш? Опа. Ну да. Помельчали налимы. Первый был монстр. Видишь, какой, смотри. Но все равно жареха, считай. На уху. На уху. Но пока живые, их трогать не будем. Если сдохнут, сразу... Если сдохнут, сразу сделаем с них жаркое. Так, ну что, давайте посмотрим наших налимчиков. Иди сюда, иди сюда.
Опа. Ой. Опа. Так, ну чё? Живые? Живые. Вон один здоровенный, второй поменьше. Он видел, нет их? Нет. Но я их вытаскивать не буду. Вон, смотри. Так. Видишь, какой один? Второй поменьше и сегодняшний подай ведро. Сегодня еще поменьше. Поубывающий. Не надо. Вот так вот. 3 богатыря. Один меньше второго. Но тут кабан-то тоже около 4 килограмм, наверное. Так, живите хорошо. Вам стало веселее. Крутите барабан. Опа! Как-то вот так. Вот таким образом мы сохраняем рыбу в живом виде домой. Дай бог, нормально все будет. Она приедет живая, свежая. А так, солить не вариант. Соленый налим он не очень. Он как похож на треску сразу становится. Самый вкусный это свежий налим. Ну все, а теперь обед. Рыбалка, обед по расписанию. Буквально пару кадров, как мы делаем дрова. Хотя избушка стоит в лесу, куча берез, куча сушин. Мы дрова берем вот с берега, который уже обвалился. Вот берег, лес лежит, он уже мертвый лес. Вяленая береза, вяленая пихта, елки. Вот здесь все распиливаем, которые уже лежат. Живого ничего не рубим, вы не думайте. Да, подальше немного таскать, но да, цепь может протупиться об землю, песок. Но, можно так сказать, чистим берег. Как-то вот так. Ну, а это оставим кому-нибудь другому. Кто-то приедет с пилой. И, я так думаю, не лес будет рубить. Благо, вон на берегу дров валом. Блин. После вкусного обеда, по закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, нужно рыбку половить. Продолжаем проверку наших продольников. В надежде на налима. Вчера мы, так сказать, рискуя жизнью, можно так сказать, даже по темноте, в обледенелой лодке наживляли свеженькими живцами. И что-то есть. Налим, друзья, налим. Так, где у нас сачок? Блин, не лезет. Влез. 2 раза хвостом вытаскивался за сачок. Вот так вот. Вот такой вот, когда налим. Трешечка
железная, как минимум. Так что не зря, как вы видели, наживлял свежими живцами все. Не зря я вчера проверял, не зря рисковал. Риск — благородное дело. Вот он, красавец налим. И опять крупный. По-любому это килограмма 3, не меньше. Так, что-то у него сорта торчало. Сейчас посмотрим. О, заглотил. Заглотил глубоко-глубоко. И этот налим, наверное, у нас подохнет. Потому что заглотил он глубоко очень. Двойник. Вон кишки аж вылезли. Ладно. Блин, надел спас-жилет. На всякий случай. И так с ним неудобно, оказывается. Кто бы знал. Ладно, друзья, в общем, будем отцеплять. Енскаден. Первый есть. Ну, уже не первый, сегодня второй. Вон. Такой вот красавело. И весь желудок наружу аж вышел. Блеванул желудком. Так. Закинул продольник и вижу, что наш продольник поймал вот такое вот бревно. Вовремя заметил. Так бы оно ничегошеньки у нас не поймало. Вот обето бревно у нас и цеплялось, этот продольник. Теперь главное... Ах ты, ах ты, ах ты. Теперь двойник как-то отцепить надо. Двойник зацепился, обето бревно. Двойник зацепился, обето бревно. И как мне тебя отцепить? Да, придется рвать, наверное. Вот это поймали рыбину. Не, бесполезно, наверное. Вот это бревнышко мы поймали. Так, ладно. С лодки бы не упасть. Ладно, в общем, будем стараться вытащить это зацеп, чтобы не порвать, чтобы не отломать крючка. Крючок-то бог с ним, блин, что поводок не оторвался. Ах ты. И чтобы леска не порвалась. Так, двойники спасти нам не получилось. Пришлось все рвать. 2 двойника порвал, 1 двойник остался. Как-то вот так. Ой, к этому мы опять немножко не доплыли. Блин. Опа, шест уже не достает. Сейчас попробуем на моторе. Опять перебор будет. Хорош.
Третий продольник. Тина километр, блин. Так. Дошли. Что у нас здесь? Походу здесь у нас... Опа, нет. Что-то есть. Что-то есть. Не знаю что, но что-то дергает, интересно. Налимчик. Налимчик, друзья. На последнем крючке. На последнем крючке налимчик. Опа, иди сюда. Вот такой вот. Вот такой вот налимчик. С килограммчик. Маленький, но приятный. Да что маленький, нормальный. Длина разрешенная вроде бы 35 или 30 сантиметров. 35 вроде бы у налима. А тут у меня все полметра будут. Так что по всем законам его ловить можно. Ну-ка, как ты там? Как ты там? Попал на двойничок. Еле-еле. Да нет, нормально, в принципе. Все. Так. Ну, ёшкин кот. Блин, сил у них столько, я вам скажу. Вот так вот. Поплавай здесь. Ну вот, Янскадан. Второй. Один крупный, один не очень. Проверили 3 продольника. Все здорово. Значит, не зря мы вчера наживляли свежих живцов по темноте. Я же говорил, без труда не вынуть рыбку из труда. Рискнули, потрудились, проверили по темноте. Ну, и видим результат. У нас еще ниже еще 3 продольника. Сейчас наживляем, отпускаем, идем их проверять. Так, ну что, третья тройка. Третья тройка игроков. Ну зачем было так кушать, а? Это же не ужин, это же обед. Надо было слегонца перекусить и все. Нет. Накидал полный желудок. Теперь, блин, дышать тяжело. Так. Смотрим. Так, ну что у нас там? Что-то дергает. Что-то дергает небольшое. Еще меньше налим. Еще меньше. Червяк. Так, ну чё, куда тебя? Как, заглотил, не заглотил? Заглотил. Значит, пойдешь. Кровоточит, заглотил. Пойдешь на уху, значит. Отпускать тебе смысла нет. И оставлять тоже смысла нет. Ты закрутишь весь продольник. Пойдешь на уху сегодня. Или на зажарку. Что сегодня там? Карася жарить, наверное, будем.
Вот рядом с карасем и ляжешь. И все. И больше ничего на этом продольнике. Но не пусто, уже хорошо. Как-то вот так. Опа. Второй из третьей тройки. Второй из третьей тройки. Сейчас мы посмотрим, что нам даст второй продольник. Опа, что-то дергает, что-то дергает. Опа, ясь. Яйдек. И у нас зацеп. Вот. Ясь попался. Давно мы тебя не видели, яйденьки. С самой весны. Вот такой вот яйдечек. Так. Уже хорошо. Так, еще у нас вот пошел окунь. Окунь раз. Окунь два. Язи два окуня. И там вроде бы еще что-то есть. Так, язь. И два окуня. Давайте сразу отцепим. Жадину такого заглотил аж до желудка. Так. И язеньки, и два окуня. И что там еще у нас? И еще окушок. Третий. И еще там походу окушок. Четвертый вот раз. Опа, ушел, ушел, ушел. И пошел потихоньку. Реакции не хватило, можно было с очком, если поближе ушел. Четвертый окунь ушел. Там походу еще пятый что-то. Тоже слабо зацепленный был, еле-еле держался. Тоже мог уйти. Один сход. Что там еще на последнем крючке? Окушок небольшой. Дрищ-пакет. Оставить его, что ли? Вместо живца. Но налима. Не пойдет. Слишком крупный. Ну вот. Не налим, так окуня. Крючки поменьше. Живцы поменьше. И рыба другая. Ну тоже рыба. Все хорошо. А теперь наживляем, отпускаем. Третий продольник из третьей тройки. Поехали. Поехали. Так, ну чё? Есть, что нет? Походу нет. Походу никого. Сегодня пустой. Ну вот. Сегодня здесь налим не проплывал. Ну ладно. Проверить все равно надо. Сегодня нет, так завтра может что будет. Так, и еще у нас осталась четвертая тройка. Сейчас мы туда поедем.